Сегодня в музее 4-й школы ярко и красочно отмечают праздник, приуроченный к столетию ингушской государственности. Это событие открыло совершенно новую главу в истории нашего народа. Торжественное мероприятие начинается с номера юных горянок. Девичий танец как олицетворение скромности и грации. Образование Ингушской автономной области не произошло за один день. Это результат исторического развития республики, прошедший серьезные этапы роста национального самосознания и деятельности людей, проявивших настоящие чудеса героизма во время установления советской власти на Кавказе. Для многих наступали очень тяжелые последствия за только то, что они высказали свое мнение о том, что необходимо восстановить историческую справедливость, за то, что там посмели сказать, что события 1944 года это были ошибочные события. Ухамана ваймасине аста овай хапуш эхину овай дишат боже хамбибес хамберл сова дишдец дишече дикунхи дикханаха это евейне дала дикчнаха ахига хабанышбамох кедиках кечуаху бож. Организаторы подготовили не только танцевальную программу. Дети читают стихи и поют песни о родном крае вместе с солистом Госфилармонии Микаилом Мамиловым. Ты прекрасней сияния луны, ты частица великой страны, дорогая святая земля, Ингушетия моя. Сегодня Ингушетия считается одним из самых стабильных и стремительно развивающихся регионов страны. Путь к этому оказался тернистым. Несмотря на все, маленькая республика выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. В завершении мероприятия открывают выставку с говорящим названием «Ингушетия. Вехи, события, портреты». Школьники и гости смогли познакомиться с важными культурно-историческими событиями становления и развития республики. Материалы выставки освещали путь народа за последние 100 лет. Это гражданская война, репрессии, участие в Великой Отечественной войне против фашизма, депортация и ее тяготы. На стендах представлены и копии исторических документов. Без них сложно представить день 7 июля 1924 года. Здесь документы работы Комитета по делам национальности Верховного Совета СССР, письма, обращенные президенту Первому Советского Союза Горбачеву, письма, адресованные Борису Николаевичу Ельцину. Там очень важный документ обращения патриарха депутатам Верховного Совета РСФСР и СССР с просьбой удовлетворить просьбы ингушского населения о создании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Столетие образования республики – это особое событие для каждого жителя Ингушетии, объединяющее всех, кто горячо любит свою малую родину, уважает и бережет традиции, всем сердцем радуется за ее будущее. Организаторы делятся, подобные встречи школьников радуют. Именно так по-настоящему учащиеся могут прикоснуться к истории и проникнуться ей. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.